Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике Саха-Якутия обеспечивает безопасность и охрану жизни людей на воде. Более подробно о деятельности государственной инспекции и ситуации на воде в республике мы поговорим сегодня. Наш гость в студии Иван Попов, заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия. Иван Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Ну, начнем с первого вопроса. Какова сегодня ситуация на водных объектах в республике? Действительно, началась очень жаркая пора, но заблаговременно правительством республики, главным управлением МЧС проведены заседания КЧС по выработке мероприятий, поставлены задачи министерством, ведомством, сформирована группировка на возможное реагирование чрезвычайных происшествий, а также сформированы патрульно-профилактические группы по информированию населения. А есть ли уже случаи правонарушения водителями маломерных судов? В настоящий момент уже выявлено 44 административных правонарушения. Основными видами нарушений являются маломерные суда, не зарегистрированные установленным порядком, отсутствие удостоверения на право управления маломерным судном, а также непрохождение освидетельствования. Правильно я понимаю, что в полномочия инспекторов ГИМС входит и проверка документов у судовладельцев? Вот какими документами должен обладать в первую очередь судовладелец? При осуществлении государственного надзора за маломерными судами инспектора ГИМС проверяют наличие удостоверений на право управления маломерным судном, нанесение идентификационных номеров на борт судна, а также судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования. А вот всем ли судовладельцам необходимо удостоверение? Оно же, я, насколько понимаю, зависит от габаритов, от масштаба, от марки судна. Да, если судно подлежит регистрации в реестре маломерных судов и поднадзорной государственной инспекции по маломерным судам, то необходимо иметь удостоверение. Это 36-м федеральным законом внесено понятие маломерного судна. Это если судно превышает более 200 килограмм и установлена мощность двигателя более 8 киловатт, это более 10 лошадиных сил, то данному судоводителю необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Но отмечу, что если же судоводитель, который не регистрирует маломерное судно в реестре маломерных судов, эксплуатирует данное маломерное судно, что к нему не могут применить административное воздействие, это абсолютно неверно. Он также является участником движения, поэтому в случае нарушения государственные инспекторы вправе применить меры административного воздействия в соответствии с КоАП. И все эти судна, они судна с мотором, в том числе даже нацепным. Да, в том числе. А какие сегодня существуют требования к кандидатам на получение удостоверения судовладельца? Судоводитель должен быть, заявитель, так скажем, должен быть 18-летним, то есть возраста достичь 18 лет. Также по медицинским показателям должен соответствовать на право управления маломерным судном, то есть и оплатить государственную пошлину. При сдаче на право управления маломерным судном вначале проводится теоретическая часть, она сдается на компьютере в цифровой системе ГИМС, дается 30 вопросов, заявитель может допустить не более 2 ошибок. Также есть три попытки на пересдачу с интервалом неделю. После сдачи теоретической части заявитель направляется на практику. В практике заявитель осуществляет маневрирование маломерным судом, показывает навыки управления. После успешной сдачи ему выдается удостоверение на право управления маломерным судом. Ну, все по аналогии с водительскими правами, насколько я понимаю. У нас помимо навигационного периода, я так понимаю, как в том числе маломерных судов, начался еще и даже неофициально купальный сезон. Вот какие сегодня задачи стоят перед службой ГИМС? Да, с прошлого года постановлением правительства утверждено положение о контрольном надзоре за безопасностью людей на водных объектах, то есть за местами поднадзорных объектов. Поднадзорные объекты — это у нас вот в зимний период, если взять ледовые переправы, их на учете было 51. Сейчас же в летний период у нас на учете 6 баз стоянок для маломерных судов, на них базируется порядка 800 единиц маломерных судов, а также 6 пляжей
специально оборудованных для купания. И если же ранее инспектора ГИМС осуществляли техническое освидетельствование маломерных судов, пляжей, да, допускали их к эксплуатации, то сейчас это ведет более уведомительный характер. Владелец направляет заявление, декларацию в подразделение ГИМС, тем самым подтверждая выполнение требований, которые предусмотрены нормативным правовым актом. Мы осуществляем в ходе государственного надзора за безопасностью людей на водных объектах. Более направленность идет на профилактические визиты, это на постоянной основе. Также осуществляем мониторинг безопасности, проводим выездные обследования, то есть без взаимодействия с контролируемым лицом, и в основном направленность направлена на профилактические визиты, на профилактику контролируемого лица. Ну вот, что касаемо мест для купания. В Якутске у нас один официально разрешенный пляж. 202 микрорайон, но пока он не работает, насколько я понимаю. В чем загвоздка? Санитарные нормы песка и воды уже проведены, то есть проведены лабораторные исследования. В ближайшие дни пляж уже будет открыт. Сейчас пока идет, так скажем, подготавливают инфраструктуру. Ну вот, тем не менее, даже несмотря на открытый на 202-м пляже, часто у нас горожане выбирают несанкционированные места для купания. Вот, допустим, на Даркалахе, в протоке Лени. Где у нас самые опасные места и почему там опасно купаться? Ежегодно у нас, не буду сказать, происшествия происходят в местности Петуховка. Не раз органы местного самоуправления, несмотря на все выставленные знаки, аншлаги, вплоть до того, что перекапывали подъездные пути, люди продолжают туда выезжать. В связи с тем, что там дно, так скажем, имеются ямы, сильное течение, в том числе водоворот. Вот. Но, тем не менее, сейчас люди, когда выезжают на воду отдыхать, все чаще и чаще наблюдаю, что родители берут с собой, так скажем, надувные бассейны. То есть поставили надувной бассейн, налили туда воды, ребенок уже плескается в бассейне, к воде не подходит. А дети, вы понимаете, они в пылу азарта сначала зашли по щиколотку, по колено, а дальше, не дай бог, там, унесло течением или наступили в яму. Вот, поэтому, и что касается детской безопасности, то есть каждый взрослый при виде, если ребенок находится без присмотра на воде, не должен проходить мимо. Детская безопасность является в приоритете. А что касаемо купания в протоках, чем опасно? И в целом в крупных реках республики? Да, мы настоятельно всем рекомендуем купаться только в специально оборудованных местах. На территории республики у нас сейчас их уже 6. Если в аналогичном периоде прошлого года их было 5, в 2021 году было 3 пляжа всего. То есть у нас идет тенденция увеличения пляжей. Там в несанкционированных местах, во-первых, нет организованных спасателей, которые своевременно могут оказать всю необходимую помощь. Не проверено дно, то есть, как бы банально это ни звучало, люди начинают нырять, там бывает отмель, то есть человек нырнул, ударился головой об дно, повредил тем самым себе шейный позвонок, получил сотрясение. Ну и плюс течение, разная температура воды. Да, вот еще бы хотел отметить, что у нас регион, сами понимаете, северный, купальный сезон очень короткий, температура воды не может прогреться до конца, так называемый существует термоклин, когда сверху вода прогрелась, но снизу она ледяная. И человек, если отдохнул на воде, позагорал, не дай бог еще употребил алкогольные напитки, начинает нырять, и происходит сердечный приступ, остановка сердца в связи с резким перепадом температуры. Поэтому настоятельно рекомендуем, прежде чем зайти в воду, то есть зашли вы по колено, по пояс, ополоснулись водой, дали своему организму привыкнуть. Далее уже можно заходить в воду. Это вот как с спортсменами, то есть они, прежде чем приступить к нагрузкам, всегда разминаются. Здесь такая же вот ситуация. Иван Николаевич, у нас сейчас очень популярны туристические базы различного характера, в том числе и с выходом к воде. Вот как там обеспечивается безопасность людей?
Патрульно-профилактическими группами. Сейчас у нас ежемесячно в летний период проводится акция «Вода – безопасная территория». Патрульно-профилактическими группами данные базы все охватываются. То есть разъясняются правила поведения на водных объектах, раздаются листовки, брошюры, в том числе средства средствами спасения. Вот опять же еще стало популярно так называемый сап-серфинг. Вот. Хотелось бы тоже дать рекомендации, что в обязательном порядке надо застегивать на ногу спасательные линии, это плавучая веревка, и одевать спасательный жилет. И не эксплуатировать там, где есть движение маломерных судов. Если мы говорим о происшествиях на воде, есть ли уже зарегистрированные случаи, в том числе утопления или, допустим, ситуации с водным транспортом? И как в целом меняется статистика? Да, к сожалению, по данным модуля происшествий гибели на воде зарегистрировано уже 13 случаев гибели людей на воде. В аналогичный период было 22 происшествия и 19 гибели людей на воде, то есть тенденция снижения гибели людей. Но, к сожалению, она имеет место быть. И я бы хотел отметить, что алкоголь на воде это ваш враг. Поэтому человек не может адекватно, объективно оценить обстановку, также свои силы, так скажем. Иван Николаевич, в заключение, что бы вы хотели пожелать жителям республики в это летнее время, чтобы безопасно и на воде, и у воды провести время? В первую очередь, родители, не оставляйте детей без присмотра. Сейчас летний период, ребятишки сели на велосипед и уехали к речке. Поэтому знайте, где находится ваш ребенок. Судоводителям не нарушать правила эксплуатации маломерных судов. Всегда необходимо выбирать безопасную скорость, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и сманеврировать во избежание происшествий на водных объектах. Иван Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Будем надеяться, что благодаря вашей работе происшествий на воде станет гораздо меньше. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.